Каждый из нас, мы сталкиваемся с борьбой. Мысли, которые приходят к нам, часто нам посылает их лукавый. Когда-то в Эдемском саду дьявол пришел к Еве. Он пришел как змей. И он говорил ей, и она стала слушать. Должны ли мы слушать то, что нам говорит дьявол? Дьявол-клеветник. Возможно, сегодня ты думаешь о себе что-то совсем плохое. Тебе кажется, что ты не нужен Богу. Тебе кажется, что ты брошен всеми. В твоих мыслях ты уверен, что все будет плохо. И ничего не изменится. Ты смотришь на свою семью, и у тебя мысли о том, что твоей семье пришел конец. Ты смотришь на свой бизнес, и ты видишь, как все рушится. И у тебя некая уверенность и мысли. Мне из этого не выбраться. Кредиты, долги, болезни, немощи, предательство друзей. Все это может окружать в какой-то момент жизни каждого из нас. Но самое главное, чтобы мы сумели преодолеть на мысленном уровне все наветы сатаны, все его мысли. Мысли, которые дает дьявол, он старается их внедрить в твою голову, как твои, чтобы ты даже не заподозрил, что это не твои мысли. Потихонечку, доказывая какими-то фактами, он убеждает тебя в том, что ты никчемный, что ты неудачник. Используя свою дьявольскую хитрую стратегию, змей, он внушает тебе, что Бог тебя не любит. Он указывает тебе на те моменты, когда тебе показалось, что Бог тебя не поддержал. Ты молился и, может быть, где-то не получил ответ. И когда ты не получил ответ, ты подумал, что Бог не хотел тебе дать ответ, что Бог против тебя. Но почему ты так подумал? Почему ты не подумал о том, что тебе нужно просто подождать? Почему ты не подумал о том, что Бог все контролирует в твоей жизни? Почему ты не допустил мысль о том, что у Бога есть свой план, и Он слышит каждое твое слово? И все, что происходит в твоей жизни, не случайно, и все сработает на тебя. И каждая неприятность будет только поднимать тебя. Иди и покажи, что ты можешь. Покажи мне, кто ты такой. Все в твоей жизни работает во благо. Почему ты не подумал о том, что за бурей последует покой? Что время тьмы и искушения закончится, и придет рассвет. Взойдет солнце, и в лучах его исцеление твое. Почему ты не стал смотреть на те примеры, когда Бог приходил к людям и буквально воскрешал их из мертвых? Он открывал им двери там, где двери были заперты наглухо. Братья и сестры, дорогие друзья, сегодня каждому из нас нужно знать: дьявол – лжец. Он старается занять твою мыслительную деятельность. Он как змей, который обволакивает это древо. Точно так, то же самое он делает с твоим мышлением. То же самое он делает с твоими мыслями. И когда твои мысли под его контролем вся твоя жизнь. Когда твои мысли под его контролем твои чувства, ты должен точно знать: Дух Святой
это тот, с кем ты должен дружить. Это тот, кто освободит тебя от плена. Плена в твоем разуме. Если человек пленен в своем разуме мыслями дьявола, то он будет пленен во всех обстоятельствах своей жизни. Счастье невозможно иметь, когда дьявол нашел место и стал гнездиться. Бесы, они буквально внедряются в сердце человека, в его разум. Они внедряются через Слово. Вы должны знать, вначале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И в самом деле Бог приходит к нам через Слово. Дух Святой начинает наполнять наш разум через Слово. Через Слово приходит присутствие Божье, через Слово приходит жизнь Христа в нас. Через Слово Христос вселяется в наши души. Через Слово приходит процветание, через Слово приходит исцеление, через Слово приходит новая жизнь, через Слово приходит рождение свыше, через Слово приходит наставление в вере. Это Слово. Но дьявол подражает Богу, и он тоже использует Слово. И, друзья, Слово – это не звук, Слово – это мысль. Говоря о четвертом измерении, мы должны знать, Слово – это мысль. Мысль – это не просто цифра, не просто звук, а само Слово – это не просто слово, это образ. Поэтому очень часто, не понимая этого, мы, не зная этого, попадаем в плен, не осознавая, что даже читая Библию, мы можем наполняться образами страха. Читая Библию, мы можем видеть там не позитив, а негатив. Мы можем ожидать не радость, а слезы. Мы можем ожидать не подъем, а наоборот падение. Потому что Библия, она также может быть использована дьяволом. Вы должны знать, что Дух Святой, Он сегодня должен тебя направлять в чтении Библии. Он должен направлять тебя сегодня в понимании Слова Божьего, Слова Отца, Слова Иисуса Христа. Дух Святой – автор Библии, и Он только может открыть Писание. Дьявол пришел к Иисусу в пустыне, и Он взял слова из Библии. И каждому из нас нужно осознавать, что оккупированные бесами люди, они не осознали даже, как это произошло. Но происходит это, как правило, через образы, то есть через мысли, которые дьявол посылает человеку. Каждое мгновение идет процесс сотворения. И если какую-то мысль сатана утверждает в твоей жизни, если ты в чем-то стал уверен, а уверен ты можешь быть в том, что ты неудачник, уверен ты можешь быть в том, что у тебя не получится, что ты не сможешь, подумайте об этом. Человек идет в служение, и вдруг он начинает колебаться. Он говорит: я не смогу, у меня не получится. И вдруг мысль: это не мое. Я встречал людей, которые говорят: у меня пришла мысль оставить служение, оставить церковь, оставить домашнюю группу. Я встречал людей, которые говорили: я точно знаю, это не моя жена, я ухожу, и моя жена – это другая девушка, я ее люблю. Как я слышал, говорили, там мы как два пазла, мы сошлись. Я говорил всегда: это бесы тебе внушили. Это дьявол, он целую стратегию разработал по разрушению твоей семьи. Какие-то мысли, чтобы вы знали, вообще об этом говорят вообще великие люди, которые прошли уже жизненный путь, и они говорят вот что дьявол, он внедряет в человека мысль и вынашивает ее около 5 лет, чтобы потом эта мысль сработала. Мы должны настолько тщательно выбирать то, во что мы верим конкретно. Потому что очень часто мы допускаем какую-то маленькую, знаете, осечку, маленькую надлом маленький в своей вере, надлом маленький в своих каких-то суждениях. И это становится пищей для дьявола. Ему нужно только зацепиться. Знаете, дьяволу не нужно, чтобы ты дал ему много. Дьявол никогда не придет, не скажет человеку: возьми, оставь церковь. Нет, сначала он может сказать вообще просто:
ой, что-то сегодня тебе тяжело. Что-то сегодня вот трудно. Нет, ну сегодня я не буду жертвовать. Ну, сегодня я не буду готовиться к домашней группе. И вот знаешь, вот кажется, какая-то мелочь. Но если эта мелочь была от дьявола, и ты ему уступил, этого ему хватит, чтобы привести тебя к тому, чтобы ты сказал: я оставляю служение. Потому что есть инкубационный период каждой мысли. Мысль, она, знаешь, как образ пролетела, знаешь, и у тебя страх. А что я буду делать? То есть твои мысли должны иметь границы. Ты должен быть защищен внутри. Ты прощен. Ты прощен. Ты прощен. Ну скажи, когда тебя прощают, вот просто тебе сегодня ты $1000 должен, и тебе простили, ты радуешься, ты чувствуешь облегчение? Ну, конечно же, радуешься и чувствуешь облегчение. И ты чувствуешь радость и Божье благословение. Но подумай, что сегодня на самом деле тебе прощены многие вещи, в которых ты виновен, и которые тянут тебя вниз, твою веру тянут. Сразу же моментально расправятся крылья, сразу же моментально все начнет меняться. Я благословляю тебя сегодня, чтобы ты осознал, понял, и начал жить в 4 измерении, начал жить как победоносный, начал жить в духе превосходства, начал жить в прощении и начал понимать сегодня. С этого момента понимать начал, что Бог тебя по-настоящему любит необъяснимой любовью. И благодать Иисуса Христа принадлежит тебе. Не сдавайся. Уже сегодня ты увидишь перемены, и твое сердце наполнится радостью. Друг мой, помни, я с тобой. Даже если у тебя нет веры, помни, она есть у меня. Все, что я говорю, обязательно сбывается. Я благословляю тебя. С молитвой о тебе, Владимир Мунтян. Я очень-очень рад и искренне благодарен, когда вы поддерживаете мои руки, когда вы поддерживаете мое служение своими финансовыми пожертвованиями. Спасибо вам. Пусть Бог благословит вас 1000 раз. С молитвой о тебе, Владимир Мунтян.